Всем привет, где бы вы ни находились. Это мой канал «Психолог после работы», и здесь я обсуждаю все, что хочу обсудить после работы. О чем поболтать. Можете подписываться, можете не подписываться, ставьте лайки, дизлайки, заглядывайте в описание, там будет ссылка на мой телеграм-канал, где я говорю чисто о психологии. А здесь я просто болтаю. И знаете, это вот в кино выглядит так красиво, что психологи сидят в своих больших кабинетах, где ковер, может быть, на полу лежит, книжная полка, диван кожаный или кушетка. Ну, на самом деле все гораздо сложнее. Чтобы получить такой кабинет, да хоть какой кабинет, нужно помыкаться. И дело даже не в деньгах иногда. Расскажу вам свою историю. Вот, например, как я искала кабинет. Я начала с того, чтобы искать его поближе к дому. Нашла. Хозяйка этого помещения продавала кровати Nuga Best. Модно тогда было. И она мне говорит: а давай ты будешь свои сеансы, как она выразилась, проводить на моих кроватях. И таким образом рекламировать эти кровати своим клиентам. А еще, говорит, у меня есть салон красоты. Ты вот знаешь же, что внешнее равно внутреннее, и когда ты работаешь над внутренним, то нужно завершить эту трансформацию внешним преображением. И вот ты говори своим клиенткам, чтобы вам завершить трансформацию, вам нужно пойти в салон и рекламируй мой салон. Мгм. То есть я должна была рекламировать салон, кровати. Она мне обещала с этого процент, но она говорит: если ты меня обманешь, я тебя найду, потому что у меня сын работает в отделе по экономическим преступлениям. Думаю, а зачем вообще мне все это надо? В общем, не сложилось. Хорошо. Стала я искать дальше. Нашла я, кстати, в салоне красоты. Там был кабинет такой достаточно узенький, маленький, без окна. Ну, на первое время нормально, но потом мне не понравилось, что там слишком шумно, там же постоянно люди ходят, кто-то смеется, разговаривает, музыка играет, ну, как-то не очень настраивает это на работу, ни меня, ни клиента. Ну, прежде всего, клиента. Я больше о них забочусь. В общем, недолго я там пробыла. Ладно. Потом я переехала в другой район жить. И решила, что мне нужно теперь ближе к тому дому искать кабинет. И через знакомых я тоже нашла в салоне красоты. Думаю, ну ладно, там через знакомых мне нужно побыстрее, а тут еще сколько я времени на это все потрачу. И вот, значит, работала я какое-то время в этом салоне красоты, точнее, снимала у них кабинет. Я каждый раз звонила хозяйке и спрашивала, могу ли я прийти. И она говорила, да, приходи в такое-то там. Ну, я спрашивала, в какое время, она мне говорила, вот такое-то время, такой-то день. Я, в общем, каждый раз согласовывала с ней. И как-то один раз я, согласовав с ней, прихожу, отработала, значит, собираюсь уходить, и приходит в этот кабинет косметолог. Она начинает с наездом на меня, почему ты не в свое время здесь, не в свой день. Я говорю, в смысле не в свой день? Ну, у тебя вот есть свои дни, ты вот пришла в мой день. Говорит, хорошо, что у меня клиентка отменилась, а так бы мы бы, в общем, пересеклись. Я говорю, я не знала, я каждый раз спрашиваю у хозяйки. Она мне вообще ни слова не сказала, что, оказывается, тут еще кто-то, да и по дням, раз у меня есть свои дни какие-то, я вообще не знала. Потом она начала наезжать, что, ну, вот к тебе тут ходят всякие, и ты вот кабинет не запираешь, а у меня тут косметики на большие суммы, вот если что-то пропадет. Думаю, а нафиг мне вообще это все надо было? Ладно, пойду искать другое место. Пошла искать другое место.
Обзванивала, значит, я разные, эти объявления. В одном объявлении было написано, что председатель психоаналитического сообщества сдаёт, значит, в их вот сообществе, в организации какой-то, кабинет. А я к нему прихожу. Там, значит, стоит 2 стула, на какой сам сядешь, ну, и там сидит председатель. Всё, больше ничего нет. И он давай меня расспрашивать, где я училась, когда я училась, сколько, каким методом я работаю, сколько у меня личных часов, сколько у меня часов супервизии. И потом еще сказал, что ну вот твой метод это фигня, а вот психоанализ это да, вот это, конечно, мощь. Еще и наехал на меня, что ну вот вообще-то надо профессионализмом удивлять людей, а не методами. Я думаю, какого хрена? Почему они все считают, что я к ним на работу устраиваюсь? Я к ним не на работу устраиваюсь, я им просто буду платить деньги. Это все равно, чтобы я снимала квартиру, и мне бы арендодатель устроил собеседование. Кто я, что я, где я, с кем живу, когда живу. Ну, может, это важно, конечно, для квартиры. Но тут вообще какая вам разница, чем я там буду заниматься? Да хоть духов буду вызывать. Плачу вам деньги и все. Успокойтесь. Ладно, ничего опять не сложилось. Потом я, значит, еще познакомилась со своей коллегой, и я ей говорю, ну, раз мы с тобой коллеги, то у нас одинаковые предпочтения по кабинету. Давай искать вместе, то есть будем вместе снимать напополам. Она согласилась. Я, значит, обзваниваю разные объявления, она тоже. Я нашла подходящее место, звоню ей, говорю, вот, нашла, приходи смотреть. Она мне говорит, ты знаешь, а я вот звонила по всем объявлениям, а мне потом перезванивают и говорят, вот вы хотели снять комнату 12 квадратов, а не хотите снять 80? Там раньше был детский центр, а может, вы хотите свой детский центр сделать? Она говорит, да, я хочу. Ну и все, я, говорит, теперь открываю центр, снимаю 80 квадратов. Ну, ладно, окей, буду я одна, значит, в этом помещении тянуть его. Ладно, это помещение было такой с коридорной системой. Там, значит, была я, мастер по маникюру, ремонт обуви, изготовление ключей, ну, в одном все, и ремонт бытовой техники. И вот мы там всей этой компанией сидим. У всех есть вывески на двери, у меня вывески нет. И почему-то всем, кто приходит, надо постучаться именно в мою дверь и спросить, а где у вас тут ремонт обуви? А ремонт обуви, на минуточку, напротив меня с огромной вывеской, с огромной на всю дверь. Зачем нужно стучаться в какую-то левую дверь и спрашивать? Ты глаза разуй. Ну ладно. Ну там еще и было шумно. Все ходили, естественно, там орали. Вот эти мастера по ремонту бытовой техники, они там таскали эту технику, гремели там эти стиральные машины огромные, ну вот это все. Тоже, знаете ли, не настраивает на интимность в хорошем плане, в смысле этого слова, на интимность работы. Я даже поставила железную дверь. Ну, там была обычная межкомнатная. Я поставила железную дверь, чтобы было спокойней. Так нет же. Все продолжили стучать в мою дверь. Я запиралась, но это не помогало. Они стучали, дергали ручку настойчиво. Ну, блин, что вам надо? Вот дверь никак не обозначена. На других есть таблички. Зачем нужно ломиться туда, где нет ничего? Может, там вообще закрыто, может, там вообще никого нет. Может, там склад. Чего вы туда ломитесь?
В общем, мне все надоело, я оттуда тоже ушла. И ушла я оттуда в кабинет, в котором я сейчас работаю. Пока меня все устраивает. Правда, недавно там открыли Озон рядом, и теперь все ходят и стучат ко мне и спрашивают: "А где у вас тут Озон?" Но я надеюсь, они скоро привыкнут и не будут спрашивать. Только на это и надеюсь. В общем, вот так. Это не так, что все и просто, не так красиво, как в кино. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, заходите в Телеграм и пока.